Торжественная церемония, в которой приняли участие легенды спорта. В Магасе состоялось открытие центра «Прогресс бокса» имени Ислама Тимурзиева. Наш тяжеловес легко покорял пьедесталы. Чемпион России и Европы, обладатель Кубка мира, заслуженный мастер спорта России по боксу. Участник Олимпийских игр в Пекине. Короткое, но полное достижение жизни. Но он был прекрасным человеком, талантливым спортсменом и теперь заслуженно принимает почести от своих коллег. Зелимхан Калоев продолжит. Красная ленточка перерезана. Центр «Прогресс бокса» имени Ислама Тимурзиева официально открыт. Этого события поклонники бокса ждали очень давно. После торжественной церемонии гости знакомятся со спортпомещением. Одними из первых новый ринг решили опробовать всемирно известные боксеры Александр Лебзяк и Гайдарбек Гайдарбеков. Открытие центра «Прогресс бокса» имени Ислама Тимурзиева – это большой вклад в развитие ингушского спорта. Принять участие в этом мероприятии приехали много известных спортсменов, которые знали о талантливом ингушском боксере не понаслышке. Они призвали подрастающее поколение брать пример с Тимурзиева как со спортсмена, так и человека. Открытие новых залов бокса – это дополнительная возможность для многих детей прийти в бокс, вырасти чемпионами, стать чемпионами мира, олимпийскими чемпионами. И тот факт, что сегодня мы открываем Центр прогресса бокса имени великого спортсмена, великого человека, это не только дань памяти, но еще и сохранение традиций бокса, традиций, которые нес ислам. Очень приятно то, что в наше нелегкое время открываются такие залы бокса, тем более зал бокса имени Ислама Тимурзиева. Это легендарный боксер. Это знаете как, это и друг, и брат. И действительно с этим человеком в разведку бы пошел. Поэтому уверен, что, как сказал Кирилл Андреевич, появятся не только чемпионы Европы, мира, но и, конечно же, Олимпийских игр. Как говорится, человек жив, пока жива память о нем. Ислам был человек большой душой, на самом деле был таким настоящим братом, настоящим человеком, который мы гордились, очень его близко знал. Мы вместе на сборах, вместе бывали, тренировочный процесс, много что прошли вместе. Самое главное, это, наверное, качество ислама как человека. Это самое важное. Можете стать чемпионом, можете не стать, но самое важное, ребята, это воспитание и это порядочность, которая была у нашего брата Ислама. Не случайно этому центру дали имя талантливого боксера-тяжеловеса Ислама Тимурзиева, чемпион России и Европы, обладатель Кубка мира, заслуженный мастер спорта России по боксу, участник Олимпийских игр в Пекине. Владел быстрыми ударами и жесткой техникой ведения боя, что было не свойственно боксерам самой престижной весовой категории – супертяжелой. Его талант признавали даже звезды мирового бокса. Четырехкратный чемпион мира по боксу в тяжелом весе легендарный Эвандер Холлифилд назвал Тимурзиева лучшим тяжеловесом и открытием чемпионата мира в Чикаго 2007 года. Тимурзиев тогда провел не только самые зрелищные, но и самый короткий бой на турнире – всего 1,5 минуты. Спортсмен ушел из жизни в расцвете сил после продолжительной и тяжелой болезни в конце августа 2015 года. Он до последнего боролся за жизнь. В памяти родных и всей республики он остался скромным, воспитанным парнем, который не отступал перед трудностями и всей душой любил близких, свой народ и, конечно же, бокс. Уверен, что в этом зале сегодня есть огромный потенциал детишек, которые не за горами те достижения и те чемпионы мира, Олимпийских игр. Я надеюсь, что у них все получится. Хочу поблагодарить Лебзяка Александра Борисовича, который постоянно уделяет внимание нашему другу, который чаще нас бывает в Ингушетии, бывает в семье у Тимурзиевых. Саня, мы не забудем, спасибо. Также хочу поблагодарить исполнительного директора Федерации бокса Кремлева Назара Анзоровича, Алаудина Парчиева, который сделал все возможное, чтобы открыть этот зал бокса. Ну а нашим ребятам заниматься, трудиться и стараться быть похожим на наших старших, на наших олимпийских чемпионов, на наших гостей.
Будущим воспитанникам центра захотелось как можно скорее провести свою первую тренировку в зале. Пока начинающие боксеры отрабатывают удары и защиту, более опытные спортсмены рассматривают новый инвентарь. Очень важно то, в каких условиях занимается боксер. Это не только возможности в полной мере раскрыть свой потенциал, но и мотивация идти до конца к поставленной цели, считают ребята. Нормально залы ханят тренировки. Ну, ханц чё аппарат, и чё хозал ли хая. Иншаллах, ведик спортсмен шхубан матчан. Эг матадиш, условия хамдик хаят он дамо. Мишо кужеринга, ярик хамузали, йол жен бегу, дорош кждахан хаддадиш. Биржи, вахахик дижма, кадаш хамда садат. Современный и просторный ринг для спаррингов, с десяток качественных боксерских груш, снаряды для отработки скорости удара и многое другое для полноценных занятий предоставила Федерация бокса России для наших ребят. В день здесь могут заниматься 3 группы, это около 200 человек. Мы пригласили тренеров, тренер, заслуженный тренер СССР, и я буду тут находиться, поддерживать. И некоторые тренера, которые знают, Федерация бокса Ингушетии. В первую очередь не забыть наших великих боксеров, как Ислам Тимурзиев и многих других олимпийских чемпионов, Рахим Чахкиев. А Ислам Далгеш Толцов, Далгетам Болб, все мы знаем, это гордость Ингушетии. Этот прогресс бокса станет филиалом Московского центра и будет готовить спортсменов на любом уровне. Уже в следующем году здесь планируют провести региональный турнир по боксу и тем самым продолжить развивать этот вид спорта в нашем регионе. Зелимхан Кылоев, Микаил Тангиев, Тамерлан Ушаков. Новости 24.